Добрый день всем! Сегодня мы с вами поговорим о таком нарушении, как дислалия. Очень часто родители, приходя к нам в консультационный центр, задаются вопросом у логопеда по тому диагнозу, который был поставлен их детям. И чаще всего, безусловно, сталкиваются с таким нарушением речевым у детей, как дислалия. Сегодня мы поговорим о том, что такое дислалия и откуда она берется, и какие небольшие можно дома использовать методы для того, чтобы помочь логопеду при коррекции данного нарушения. Итак, что же такое дислалия? Дислалия – это, как мы уже понимаем, нарушение звукопроизношения, но при абсолютно нормальном физиологическом слухе у ребенка, то есть у ребенка со слухом все нормально, при сохранной иннервации речевого аппарата, то есть снабжение мышц нервами, то есть у ребенка ничего не повреждено, все нормально, все находится в нормативе, но при всем при этом какие-то нарушения проявляются. Вообще у большинства детей звукопроизношение примерно к 5 годам уже достигает языковой нормы. В последнее время в связи с тем, что дети у нас более такие, скажем, развитые, в смысле того, что очень много находится в электронном направлении, это компьютеры, это различные гаджеты, дети мало читают, с детьми мало общаются, с детьми мало разгадывают, загадывают загадки, очень мало рассматривают каких-то картинок, иллюстраций, и вообще само общение сведено к минимуму. За счет этого у очень многих детей в последнее время норма достигается только лишь к 6-6,5 годам, за счет того, что речевой аппарат не активизирован и не работает, к сожалению. Далее, в чем же вообще проблема в дислалии? В первую очередь это трудность различения при сходных проявлениях дислалии и дизартрии. Нужно понимать, что дислалия и дизартрия – это абсолютно разные нарушения, и родителям нужно это понимать. Сегодня мы поговорим все-таки о дислалии, о более легком, о более простом нарушении, которое является самым распространенным среди всех детей и подростков. Это чаще всего как раз-таки вот эти нарушения речевого звукового произношения. В первую очередь, на что стоит обратить внимание, это строение челюсти. То есть эта челюсть либо выдвинута вперед у ребеночка, либо наоборот находится вовнутрь Потом строение зубов, это зубы крупные, зубы мелкие, то есть расположение, либо зубы выдаются вперед, короткая уздечка язычка, когда язычок ребенок не в состоянии поднять высоко, завернуть так, как необходимо при произношении какого-либо звука. Далее есть физиологические или возрастные несовершенства речевого аппарата. И, безусловно, то, о чем я уже начала говорить, это неблагополучие социальной среды. То есть то речевое окружение, которое окружает ребенка, в которой находится ребенок. Далее. Общие признаки, которые относятся к дислалии. Это нарушения органические могут быть и причины функционального характера. То, о чем я уже сказала, органические и периферические, это нарушение как раз-таки короткая уздечка, разное положение зубов, крупные тонкие губы, плохая мимика. То есть это все сюда относится. Причины функционального характера – это то, о чем мы уже с вами сказали. Это как раз-таки речевое окружение в первую очередь и самое важное. Потому что ребенок, наблюдая за своими родителями, считывает с их губ
произношение звука. Если с ребенком с рождения мама, папа, бабушка, дедушка практически не разговаривали или сюсюкали, или произносили неверно слова, когда беседовали с малышом, это все отражается впоследствии на его речевом развитии, на том, как ребенок будет говорить и как он будет произносить звуки. Пожалуйста, обратите внимание, что при развитии речи любой ребенок при становлении речи всегда наблюдает за взрослыми, за теми взрослыми, с которыми он находится рядом. Ребенок пытается повторить все движения губ, зубов и так далее, постановку звука и все остальное непосредственно с того человека, с которым он общается. То есть простая закономерность. Чем больше вы с ребенком говорите, чем больше вы с ребенком беседуете, чем больше вы с ребенком читаете, рассматриваете картинки, беседуете в игре, что-то обсуждаете, тем лучше и качественнее будет у ребенка речь. Тем быстрее и лучше станут все звуки, тем развитее будет его речевая способность к речи. И далее. Дислалию всегда можно спутать, конечно же, с другими речевыми нарушениями. В первую очередь это дизартрия. То есть стертая дизартрия, которая не бывает явной. Поэтому в таких ситуациях все-таки логопед старается выявить все проблемы, которые были или есть у ребенка в настоящее время. И когда вас пытаются отправить к неврологу, не сопротивляйтесь, а сходите, пожалуйста, и проверьтесь, потому что вполне возможно, что речевое нарушение может зависеть и от неврологических заболеваний. Возможно, где-то произошла какая-то зажимка нервов и так далее. И в такой ситуации, конечно же, совместно в тандеме с логопедом и неврологом у вас получится хороший результат, и ребенок будет хорошо и правильно говорить, а как следствие хорошо учиться в школе. Итак, далее. Что же такое вообще дислалия и какие бывают виды? Вообще виды дислалии делятся на две. Это механическая, то есть органическая, когда проблемы какие-то есть с нарушением органов и артикуляции артикуляционного аппарата, то есть это губы, зубы, язык, небо и так далее. Это нарушение строения челюстей, это прогения, прогнатия, открытый прикус, то, о чем мы уже говорили с вами. Ну вот картиночки, да, то есть когда челюсть выдвинута вперед, когда наоборот верхняя челюсть выдвинута вперед, это все проблемы большие для правильного произношения звуков. Дефекты строения зубов, большое отсутствие зубов, большие промежутки между зубами тоже могут иметь свои последствия при речевых нарушениях. Есть функциональные нарушения, это физиологические несовершенства детского организма, то есть ребеночек еще не созрел для каких-то звуков, и торопиться не стоит, потому что у каждого звука есть своя физиологическая, так сказать, ступень, когда звук становится в каком-то определенном возрасте, то есть когда у ребенка артикуляционный аппарат готов к произношению того или иного звука. Ну, например, самыми ранними звуками считаются звуки свистящего характера, то есть это с, з и так далее. Самым поздним звуком всегда и самым сложным считается это становление звука р и р, то есть двух звуков р, р. Это самые сложные звуки, поэтому они встают всегда самыми поздними. Если ваш ребенок в 5 лет не говорит л, р, р, конечно, есть уже повод забеспокоиться и пойти к логопеду и посмотреть. Но если ребенок не произносит эти звуки в 3-4 года, то, конечно, безусловно, если вы хотите, вы можете пойти проконсультироваться. Но
Пичкать ребенка и заставлять его произносить эти звуки ни в коем случае нельзя. Вы можете только навредить. В такой ситуации должен работать только специалист. Сходите, не поленитесь, к специалисту. Далее. Каковы же еще причины? Ну вот причины могут быть, если у ребенка уже в определенном возрасте нарушены звуки, неправильно произносятся или отсутствуют полностью, хотя по всем возрастным нормам уже должны быть, то нужно обратить на слабую или малую подвижность мышц артикуляционного аппарата. Возможно, ребенок неправильно ставит язычок, возможно, у ребенка вялые мышцы артикуляционного аппарата, то есть плохие мимические мышцы, да, плохие мимические движения. Ребенок не может сложить губы в трубочку, либо ему это плохо удается, не может растянуть губы, не может поднять язычок высоко к небу и так далее. То есть это все смотрит уже специалист, но вы как родитель элементарные какие-то вещи проверить можете и увидеть тоже вполне можете. Далее, есть социальные факторы, то есть, как я уже говорила, это искаженная форма общения, когда с ребенком разговаривают и произносят слова неверно, неправильно, ребенок, запоминая их, произносит точно так же. Дефективное речевое окружение, то есть, когда, я уже говорила, начинают сюсюкать с ребенком, не давая ему правильного образца речевого. Вот чаще всего в этом и проблема. Ну и самое последнее, это то, с чем сейчас сталкиваемся больше всего, это двуязычие в семье. Когда в семье говорят на двух языках, ребенку очень тяжело произносить звуки языка правильно. Допустим, если в семье говорят на, допустим, русском и коми языке, если говорят на русском и украинском языке, если говорят на русском, допустим, да, и армянском языке и так далее. То есть ребенку нужно какой-то период давать только один образец языка, потому что, придя в школу, ребенок не соотносит некоторые звуки русского языка в том соответствии, с которым он должен впоследствии писать. Писать грамотно, за что впоследствии будет получать оценки. Поэтому перед школой рекомендуется все-таки обратить на это большое внимание и дать ребенку возможность общения только на одном языке для усвоения звуков русского языка, так как произношение в разных языках одних и тех же звуков может быть абсолютно разным. Далее, в чем проявляются нарушения звукопроизношения при дислалии? Ну, первое, как я уже говорила, это отсутствие, неумение произносить звук. Это искажение, когда ребенок произношение звука придумывает. И замена, когда он произносит, допустим, вместо р, л, ну и так далее. То есть просто заменяет то, что у него есть. Не может произнести какой-то звук, начинает его заменять. Есть два вида дислалии, это мономорфная и полиморфная. Моно, понятное дело, что это какой-то один определенный звук или одна определенная группа звуков. И поли, когда идет нарушение достаточно большого уже количества звуков, то есть 2-3 звука, плюс они разных групп, например, свистящие, шипящие и так далее. Есть виды дислалии, как простая и сложная, то есть когда при простой дислалии это примерно нарушено от 1 до 3 звуков, и если это более, то это уже сложная дислалия, когда практически у ребенка вся звуковая культура нарушена за счет того, что ребенок не произносит большее количество звуков правильно. Разновидности. Какие существуют разновидности? То есть на что стоит обратить внимание?
Поскольку дислалия это все-таки нарушение звукопроизношения у детей, то есть несколько видов. То есть в первую очередь это сигматизмы, где нарушение свистящих звуков и шипящих звуков. Первое это, конечно, с, з, ц и так далее. Шипящие это ш, ж. Далее идут ламбдацизмы, нарушение звукопроизношения звуков л или ротацизмы, капацизмы, это все, что относится к заднеязычным звукам, и это характерно как раз таки для южных народов. Когда переезжают сюда, где-то ближе в среднюю полосу или сюда, то звуки к, г, х, они чаще всего произносятся с таким гыканьем, хыканьем и так далее, что безусловно тоже отражается на написании, на слышании звука и так далее. Йотацизмы это когда у ребенка идет нарушение произношения звука е, отсюда идет нарушение произношения звуков ю, я, е и так далее. Дефекты озвучения, когда ребенок не может произносить правильно звуки с озвучением, да, то есть затрудненное такое завуалирование. И дефекты смягчения, когда очень явно проявляются в слове нарушения, слово произносится не с твердыми звуками, а с мягкими. Ну, что делает логопед, когда вы приходите? Да? Почему обычно обследование затягивается на такой какой-то определенный период времени? Логопед должен выяснить все нюансы для того, чтобы понять, почему, по какой причине у ребенка идет нарушение, в связи с чем это произошло. На основании чего впоследствии можно построить правильный индивидуальный коррекционный маршрут вашему ребенку. Но в первую очередь обследуют все органы артикуляционного аппарата, то есть строение, на что обратить внимание, подвижность всех органов артикуляционного аппарата. Это и губы, это и щеки, как ни странно, это язык, да, подвижность челюстная, то есть как у ребенка двигается артикуляционный аппарат. Строение, все ли правильно, нет ли каких-то дефектов, нет ли каких-то проблем. Далее идет очень важный компонент, это обследование фонематического восприятия. То есть как ребенок на слух воспринимает те звуки языка, которые впоследствии ему нужно правильно произнести. Возможно, проблема произношения кроется именно здесь. Ребенок, возможно, неправильно слышит эти звуки, в связи с чем и воспроизводит их таким же образом. Далее идет полное обследование звуков, то есть смотрится, отсутствует звук или искажается звук, или происходит замена и чего на что. Далее идет обследование слоговой структуры слова, то есть идет полное обследование речи и речевого аппарата ребенка для выяснения причин нарушения произношения звука. Что же обследуют в органах артикуляционного аппарата? На что следует обратить внимание и как можно проверить? Самостоятельно или наблюдать за тем, как делает это специалист. Еще хочу вам сказать, уважаемые родители и специалисты, когда проводите обследование детей, уважаемые родители, никогда не вмешивайтесь в процесс обследования. Не надо подсказывать ребенку, не надо ему что-то напоминать или говорить. Иначе специалист, который проводит обследование, может получить неверную, неграмотную картину всего происходящего, в том числе и нарушений, которые есть у ребенка. В связи с чем получится неправильная, скажем так, недостоверная картина полного обследования ребенка, и как следствие
неправильная построенная коррекционная работа и индивидуальный маршрут вашего ребенка. Все, что делает специалист, он внимательно изучает, все записывает для того, чтобы более качественно, грамотно и быстро, наиболее короткими путями помочь вашему же ребенку получить грамотную, качественную, красивую и чистую речь. Поэтому не надо торопиться, не надо спешить, не надо вмешиваться. Итак, обследование органов артикуляционного аппарата. На что обращаем внимание? На губы, на челюсти, на зубы, на язык. То есть все это учитывается. И если специалист просит вашего ребенка открыть рот, показать язык, вытянуть губы, улыбнуться, то это не просто потому, что он с ним играет, а специалист отслеживает качество двигательных навыков и подвижности вашего артикуляционного аппарата ребенка. В связи с чем, когда вы идете к логопеду, пожалуйста, так же как к стоматологу, не ешьте ничего, не давайте ребенку ни конфет, ни печенюшек, ничего. Во-первых, некрасиво, во-вторых, ребенку неудобно, что у него во рту, извините, где-то крошки мешают, где-то еще что-то есть. Далее, второе. Обследование подвижности. То есть здесь уже смотрят, как двигаются губы, как работает язык, насколько он подвижен, может ли он подняться вверх, может ли ребенок выдвинуть язык, может ли ребенок подвигать им вправо, влево, вперед, назад и так далее. От всех этих движений, которые проверяет специалист, зависит произношение каждого звука и речи в целом. Все особенности строения, подвижности записываются в речевую карту ребенка для последующего построения индивидуального маршрута. При обследовании фонематического восприятия исследуется то, как ребенок отличает слова, то есть как он отличает похожие по произношению звуки в словах, как он оппозиционирует смешиваемые звуки и так далее. Ну вот примерная картинка вам представлена, то есть объясни, что это, да, покажи где, повтори, не ошибись. То есть то, как ребенок на слух воспринимает звуки родного языка. При произношении слоговых рядов всегда прикрывается рот, чтобы ребенок воспринимал только на слух. Звукопроизношение, естественно, предлагаются ребенку картинки с различным изображением звука, который обследуется в данный момент. Если вы пришли на полное обследование с ребенком, то проверяется звукопроизношение в целом и каждого звука в отдельности. Если вы пришли с какой-то проблематикой конкретно, то специалист будет обследовать определенную группу звуков, на которые у вас как бы есть такие, скажем, жалобы. Но хороший специалист всегда проверит произношение всех звуков у ребенка, потому что мама с папой привыкают к тому произношению своего ребенка, которое у ребенка есть постоянно, и не всегда могут услышать какие-либо речевые нарушения. Поэтому специалист обследует в основном весь звуковой ряд для того, чтобы определить, опять же таки, да, тот маршрут, по которому можно будет потом производить коррекцию речевых нарушений. Всегда исследуется звук в начале слова, в середине, в конце, в течение с согласным звуком, потому что звук может изолированно произноситься, а в словах в какой-то оппозиции он может просто забываться, пропускаться или игнорироваться, или заменяться другим. И вот здесь уже выясняется причина.
Далее. Происходит обследование слоговой структуры слова, потому что это тоже очень важный компонент и необходимо для того, чтобы понимать, а почему у ребенка какие-либо речевые нарушения. Здесь проводится, допустим, произнеси слово такое-то, да, произнеси слово, допустим, птичка, да, когда дети в начале слова могут пропускать звук, то есть либо не слышит, либо ребенок не может переключать свой артикуляционный аппарат от одного звука к другому, ему сложно. И какая проблема при этом возникает, выясняет специалист для того, чтобы в последующем работать над этим. Многосложные слова. И очень часто многосложные слова у детей вызывают большие затруднения, потому что чаще всего в последнее время стали пользоваться короткими словами. И у детей очень малый словарь, которым они пользуются. То есть тот словарь повседневный, которым они общаются друг с другом, которым они общаются с родителями, с близкими людьми. Многосложные слова тоже достаточно редко используются, но в итоге получается, что ребенок, приходя в школу на обучение, допускает серьезные ошибки лишь только потому, что он не может в сочетании произносить сложные слова. Обратите, пожалуйста, на это внимание тоже. Итак, что же делает вот в итоге потом специалист? Вашего ребенка, допустим, обследовали, да, все нормально. И строится тогда система логопедической работы по конкретному направлению, по конкретному звуковому ряду, с учетом всех тех индивидуальных особенностей ребенка, которые выявит специалист и в беседе с вами, и в ходе диагностики ребенка. В первую очередь нужно помнить, что всегда идет подготовительный этап. Не надо думать, что постановка звука это так быстро, буквально 5 минут, и все готово. Очень часто все индивидуально, и у многих детей звук встает либо в течение месяца, а может и в течение полугода, а может и в течение года. Здесь всегда все только индивидуально и только с точки зрения физиологии конкретного ребенка. И плюс вашей работы над домашними заданиями, которые дает вам специалист. В первую очередь идет работа не над постановкой звука, как все думают, что раз и поставили. Нет. Для начала нужно, чтобы ребенок научился узнавать этот звук, понимать этот звук. Узнавание неречевых звуков, то есть изначально идет работа над слуховым восприятием. Лишь только потом идет все остальное. Далее идет очень важная артикуляционная гимнастика, то есть подготовка артикуляционного аппарата для того, чтобы артикуляция звука встала в то место, которое необходимо для конкретного звука. То есть проводится та элементарная гимнастика, которая укрепляет мышцы языка, которая позволяет развить подвижность всего артикуляционного аппарата. Ну вот примерно, да, как бы виды упражнений, но всегда вот статические и динамические применяются практически ко всем. Все остальное вот идет основной этап, да, и специальный. Специальные подбираются к конкретному звуку. То есть есть определенные вот эти вот статические, динамические, которые даются всем всегда. И потом идут специализированные, то есть специальные для конкретного вида групп звуков. Чаще всего артикуляционную гимнастику проводят с специалистом в кабинете, и потом дается домашнее задание на дом.
Все вносится в логопедическую тетрадку, в тетрадку для домашних заданий. И, уважаемые родители, ваша задача дома отрабатывать то, что наработал специалист и изучил с вашим ребенком на занятиях. То есть всегда требуется подкрепление, всегда требуется, чтобы закрепили то, что было пройдено на занятии. Ну вот примерная артикуляционная гимнастика в картинках, чтобы ребенку было понятно, как это делается, каким образом это выполняется. Идет с показом. Мы стараемся у нас в консультационном центре показывать не только детям, но всегда стараемся, чтобы присутствовали родители, и обучить этим элементарным артикуляционным упражнениям еще и родителей, чтобы упражнения грамотно и качественно повторялись и закреплялись дома. Это все те самые распространенные упражнения, которые подходят почти, ну или практически ко всем звукам русского языка, для того, чтобы впоследствии звук был грамотным и правильным. Вот все этапы коррекционной работы, которые происходят для того, чтобы в итоге у ребенка сформировался правильный, чистый, красивый звук и закрепился в речи. В первую очередь это идет подготовительный этап, то, о чем мы с вами говорили, да? Очень большой. У кого-то он занимает более короткое время, у кого-то он занимает более длительное время. Далее идет постановка звука, то есть когда уже проведен подготовительный этап, когда отработаны и закреплены и правильно, и грамотно выполняются все упражнения артикуляционной гимнастики, только после этого начинается постановка звука. Ребенок уже к этому времени умеет правильно производить артикуляцию, необходимую для постановки конкретного звука. Ребенок уже умеет узнавать и слышать правильно и грамотно звук, который необходимо ему выработать и закрепить в речи. И происходит постановка звука. Постановка звука может происходить тоже достаточно разный период времени у каждого конкретного ребенка. Еще раз повторюсь, что каждый ребенок индивидуален. У них у всех есть свои индивидуальные особенности. Поэтому торопиться к тому, что допустим, вот у наших соседей, там Вася или Маша, звук встал там за неделю, за две, это еще ни о чем не говорит. Это говорит лишь только о том, что предварительная работа была достаточно большая, достаточно проделан большой огромный путь. Поэтому постановка звука была осуществлена очень быстро. Есть дети, у которых постановка звука занимает достаточно большой период времени, потому что им сложно, потому что им тяжело. Все зависит от, опять же таки, индивидуальных особенностей и физиологических особенностей конкретного ребенка. После того, когда звук специалист поставил, происходит автоматизация этого звука уже в речи. В первую очередь закрепление в слогах, чтобы ребенок научился его произносить в слогах. Потом в коротких словах, потом в длинных словах, потом в предложении, потом уже в общей связной речи. А далее идет дифференциация звука, то есть различие этого звука в слогах, в словах, в предложениях и так далее. То есть это достаточно большая работа для того, чтобы звук прижился и навсегда остался в речи у ребенка. Постановки звука бывают достаточно разные.
То есть это по подражанию, когда ребенок быстро усваивает. С механическим способом, когда ребенку достаточно сложно самому по подражанию, по показу специалиста выработать звук. И смешанный, когда используются различные методы сразу же. Автоматизация звука. Это, естественно, добиться правильного произношения речи во фразах. Ну, вот предварительно, да, как может это выглядеть. То есть изолировано в слогах, словах, предложениях и так далее. Один и тот же звук отрабатывается последовательно во всех направлениях. То есть мы не можем сразу 15 звуков поставить и их отрабатывать. Мы работаем всегда с одним звуком, пока он не будет закреплен в речи у ребенка. Помимо того, что мы ставим, да, закрепляем в речи, ребенок должен научиться изолированно произносить звук, различать его в слогах, в словах, в предложениях и так далее. Все задачи коррекционной работы у специалиста направлены на нормализацию выдоха и вдоха, выработка длительной ротовой струи при произношении всех звуков, потому что это тоже важный компонент. Когда мы говорим, мы все звуки, все слова произносим на выдохе. Далее выработка правильной артикуляции и устранение, если есть назального оттенка голоса. Ну, различные массажи могут быть, но сразу оговорюсь, что массаж любой логопедический может и имеет право проводить специалист, имеющий специальный сертификат и медицинское образование. То есть обучиться где-то онлайн это не дает права проводить логопедический массаж, так как можно сделать только хуже и навредить ребенку. Нужно четко понимать, где какие мышцы расслабить или наоборот привести в напряжение и так далее. Это очень тонкая, кропотливая работа, на которую стоит обращать внимание любому специалисту и тем более родителям. Уважаемые специалисты, пожалуйста, не проводите логопедический массаж, если вы не обучались очно, специализированно и не имеете медицинского образования, то есть понимания, где какие мышцы находятся. А родители самостоятельно не стоит проводить именно конкретно логопедический массаж. Элементы, которыми вас могут обучить на занятиях у логопеда, вы можете воспользоваться, но полный логопедический массаж имеет право делать только сертифицированный, квалифицированный специалист. Ну и поговорим немножечко о профилактике. Безусловно, первое – это меры по предупреждению различной патологии плода и новорожденных. Будучи беременными, нужно говорить со своими детьми, беседовать, вести, так сказать, здоровый образ жизни, потому что речевые центры закладываются в самом начале беременности и далее развиваются до самого рождения. То есть примерно в 3-4 недели у ребенка уже закладываются центры речи. И об этом стоит помнить, знать и напоминать себе постоянно. Далее. Обязательно предупреждение, конечно же, родового травматизма. И если у вас были какие-то родовые травмы, обязательно об этом говорить специалисту, чтобы он обращал на это внимание.
Нужно помнить, что если ребенок переболел какими-то заболеваниями, то об этом тоже нужно ставить в известность специалиста. От этого будет зависеть, еще раз повторюсь, качественная работа с вашим ребенком. Далее, ранняя диагностика. То есть чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем, конечно же, быстрее и качественнее будет проведена работа. Возможно, что не всегда как бы работа происходит так, как нам хочется. Но чем раньше мы начинаем, тем больше качественный положительный результат мы получаем. Далее, ранняя диагностика и коррекция нарушений, профилактика билингвизма, осуществление работы по речевому окружению семей. Смотрим, что происходит, как мы говорим, как мы общаемся с нашими детьми, как мы с ними беседуем, много ли мы с ними общаемся, много ли наши дети читают и много ли мы им читаем. То есть на это на все нужно обращать внимание. Ну и, естественно, для предупреждения нарушений чтения, которые вследствие того, что идут речевые нарушения, могут возникать у детей, то необходимо, конечно же, формировать функциональный базис навыков чтения, обучать чтению с опережением. То есть это не говорит о том, что вы в 3 года, в 4, в 5, в 6 должны уже ребенка научить читать бегло. Ребенок в этом возрасте у вас должен только лишь качественно и хорошо знать все звуки языка и правильно их произносить, слышать их, воспроизводить их, находить их в слове на слух, находить их визуально. Обучать детей ближе уже к школе можно чтению, но опять же лучше обратиться к специалисту. Если ребенок сам хочет, то, конечно, пусть учится. Ну и самое главное, это если вы вдруг видите, что у вас возникли какие-то проблемы у ребенка, обязательно обращайтесь к специалисту. Приходите на консультации, беседуйте. И любой специалист вам поможет составить примерную программу развития ребенка и помочь исправить любое речевое нарушение. Ну а сегодня я заканчиваю. Спасибо, что вы были с нами. Еще раз напомню, что сегодня мы говорили о самом простом нарушении речевых звуков. Это дислалия, которая выставляется практически большей половине детей. Это примерно процентов 80, а то и 90, находящихся в дошкольно-образовательных учреждениях. То есть это дети дошкольного возраста.